Женщины и молодежь. Развитие бизнеса в регионах. Инновационные решения. Знания и опыт. Капитал на развитие. Проект ПРООН «Укрепление устойчивости местных сообществ и регионального сотрудничества в целях предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии», финансируемый правительством Японии. В рамках проекта в регионах поддержаны 78 проектов. Из них 47 стартапов и предприятий молодых бизнесменов. Общая сумма фонда – 7 миллионов 661 тысяча сомов. Мы называли Зор-такси. На диалекте это «лучший». Здесь живет много национальностей, это слово часто используют, поэтому мы выбрали название, которое будет всем близко. Нурали Пазиев, основатель Зор-такси, город Исфана, Баткенская область. С запуска проекта мы обеспечили работой более 60 таксистов. Они оказывают услуги населению. У нас также есть 2 оператора. Мы поставили у них дома компьютеры, сейчас они работают из дома. У нас большие планы на будущее. Мы верим, что под брендом Сарыкыз произведем еще больше вкусной и полезной для здоровья продукции. Черкана Диркембаева, основательница бренда Сарыкыз, Иссыкульская область. Благодаря производству я покупаю местные товары и услуги, обеспечиваю людей в своем регионе работой. Из фонда поддержки мы получили 167 тысяч сомов. Эти деньги нам выделили на обучение учителей и учеников, работе на онлайн-платформе и на открытие обучающего центра. Эльдор Далиев, учитель, город Исфана, Баткенская область. Особых трудностей по онлайн-обучению учителей и учеников у нас не было. Мы работали с людьми из всех регионов страны. Но во время офлайн-обучения мы столкнулись с небольшими трудностями, потому что были ограничения. Однако мы постарались наладить работу офлайн, и у нас все получилось. Сегодня мы в нашей школе открываем Центр развития молодежи. Куршедахон Бахтияр Кызы, учительница английского языка, село Нариман, Карасуйский район, Ошская область. Мы назвали наш центр развития «Инновационный центр молодежи», потому что для обучения молодежи мы используем современную технику и оборудование. ПРООН передала нам глобусы, 2 телескопа и 4 микроскопа. Мы думаем, что с этой современной техникой мы сможем сделать вклад в развитие молодежи села Нариман. Biz келечекте буюрса ушул нерселерди пайдаланып, техникаларды пайдаланып, Нариман жаштарынын өнүгүүсүнө өзүбүздүн салымыбызды кошобуз деген ниеттебиз. По сравнению с прошлым, примерно 30-40% покупателей постепенно привыкают к интернет-магазинам. Даже те, кто раньше не обращал внимания на этот способ покупок. Фарук Калматов, основатель спортивного интернет-магазина Исфана.нет, город Исфана, Баткенская область. Где больше клиентов? Не на сайтах, потому что люди стали меньше заходить на них. Вместо этого мы используем Instagram, YouTube или другие платформы, потому что там больше пользователей. Раньше я готовила рыбу дома и сразу продавала оптовым клиентам. Акчолтой Акберикова, продавец, город Балыкчи, Иссыкульская область. Но видя, как рыба для продажи висит без упаковки на обочине дороги, где пыль и выхлопные газы от проезжающих машин, мне пришла идея вакуумной упаковки для рыбы. Увидели в Инстаграм информацию о проекте ПРООН и решили подать туда, так как эта идея была у меня уже давно. Написали в ПРООН, получили поддержку и возможность воплотить идею. Жазып өтүп кетип, анан ошолордун жардамы аркылуу анан биз ушундай кылып иштегенге мүмкүнчүлүк алдык да. В отдаленные села никто не хочет ехать, но там тоже хотят украсить свое жилье в современном стиле. Каниет Онолбек Улу, мастер, село Кочкор, Нарынская область. Пока наш офис находится только в Кочкоре, но планируем открыть филиал в Джунгальском районе, в самом Нарыне, в Атбашинском районе, во всех районах нашей области. Потом хотим работать по всему Кыргызстану, но локации будут именно в сельской местности. Украшая дома простых людей, мы хотим дарить им счастье, улыбки и любовь к своему жилью.
бақыт тартып істеп қойсақ болады. Шындай мақсат. Жылмаю болса бізге. 70 000 сомду біз, по идее... Мы получили 70 тысяч сомов на покупку мебели. По проекту мы закупили 2 двухъярусные кровати и 2 односпальные для 4 комнат. Одинарный кровать, 4 комната рассчитаны сюда. Токтобек Ташкараев, предприниматель, село Кызыладыр, Карабуринский район, Таласская область. Оңой тұрған жоқ, но в принципе ғылымды иштеп. Конечно, все это далось непросто, но мы справились. Ежемесячные доходы у нас хорошие. Но ситуация с ковид, закрытые границы, карантин отразились на работе нашего хостела. В дальнейшем у нас планы открывать социально ориентированное кафе или запустить схожий проект. Я вижу себя партнером John Gold. В дальнейшем, келечекте буюрса, пландарыбыз бар, бизде ошо социально ориентированный кафе или тамактануучу жай, ушундай форматта бир нерсе ачууга. John Gold менен партнер катары өзүмдү көрөм. Бул арт-отель боло турган болду. Это будет арт-отель. Мы выставим работы художников. Участвуя в проекте Generation, мы получили инвестиции через John Gold. Сейчас завершаем ремонтные работы. Мергуль Каракозуева, предпринимательница, город Ош. Когда завершим работы, будут обеспечены до 15 человек. Плюс будет кофейня, конференц-зал. Летом думаем поставить столы на улице и открыть террасу. У меня проблемы со слухом. В 12 лет заболела и перестала слышать. До этого я делала ручные подделки на продажу, позже открыла продуктовый магазин. Искала бизнес, который бы мне подходил, чтобы я была счастлива, занимаясь им. Познакомилась с одним туристом, и он подсказал идею открыть хостел. И я открыла свой первый хостел, одна небольшая комната возле магазина. Я работаю здесь стоматологом с 2009 года. Всегда хотел приобрести визиограф-рентген-аппарат, но денег не хватало. Получили через John Gold 300 тысяч сомов. Инициативка кайрылганбыз. Ошол жерден 300 000 акча алгам. Адахам Раймов, стоматолог, Сузакский район, Жаллабадская область. 320 000 радиовизиограф, полный оборудованный комплект. На 320 тысяч мы купили полный комплект радиовизиографа. Этих денег хватило на аппараты и компьютер. В нашей стоматологии 3 кресла. Благодаря аппарату наша работа стала лучше. В процентном соотношении, думаю, это 70-80%. Очень хорошо помогает он в диагностике. Потом, во время лечения тоже, и когда смотрим результаты лечения. Диагностика кылганга өтө чоң жардам берет. Анан лечение кылып аткан убактыбызда дагы леченияларыбыз кандай чыкканын көргөнгө өтө жакшы эффект берет. Как ответ на вызовы пандемии в рамках проекта в пилотных регионах был поддержан 31 социальный проект на сумму почти 4 миллиона сомов. Это образовательные курсы, по окончанию которых люди получали работу, онлайн и офлайн тренинги, экологические проекты, проекты по улучшению доступа к информации. В селе Кочкор была оказана финансовая поддержка в строительстве школьного туалета. В период вспышки COVID-19 в 6 районных больницах были оборудованы кислородные станции. Все началось с этих курсов, потому что курс Дилгир замотивировал нас. Мы участвовали во многих семинарах благодаря этому курсу. Ошол окуу курстарын натыйжасында аябай көп семинар окуу курстарына катышканбыз. Одина Мамадалиева, учительница, Базар-Кургонский район, Жаллабадская область. Бизде аябай көп жаш кыздарыбыз, балдарыбыз аябай таланттуу. У нас очень много талантливых парней и девушек. Играют на камузе, на гитаре. Есть и те, кто пишет книги, стихи, издают сборники своих произведений. Даст Бог, думаю и верю, что эти молодые таланты благодаря нашему проекту смогут реализовать себя. Ошол жаштарыбыз биз аркылуу биз себеп элге таанылат деген максат менен ушул долбоорду ишке ашырып жатабыз. Проблема занятости – один из главных факторов миграции и радикализации среди молодежи. Получившие в рамках проекта поддержку бизнес и социальные идеи уже принесли свои плоды. Созданы новые рабочие места в регионах.